утверждение моей вины фактически следственность была начата с того, я про это выражение говорил уже десятки раз. Оно, по-моему, скоро анекдотом станет. Что якобы я, неизвестно кому, неизвестно когда, неизвестно где, неизвестно какому сотруднику финансового управления Республики Коми дал поручение. Ну, я уже объяснял. Ну, сотрудники финансового управления Республики Коми, у них есть свой руководитель. На тот момент это был Гайзер Вячеслав Михайлович, министр финансов. Они не подчиняются главе администрации. Но не могу я дать им. Я могу попросить Гайзера. Но его почему-то не вызывали. Хотя мы просили вызвать Гайзера. Но его не вызывали. Начиналось дрожание, метание, да, там как бы глаза куда-то бегали по потолку, да, там как бы. Но было отказано. Но я не могу дать поручение не своим подчиненным. Ну никак я не могу. Но здесь даже написано Минфин РК Республики Коми. Я не был губернатором. Ну я не знаю, как объяснить, что я не был губернатором. Но утверждают, и мало того, что ладно, что там глупость, что неизвестному сотруднику, то есть ладно, что там Минфина попутали. Ну, неизвестно кому, неизвестно когда и неизвестно где. Но это самое лучшее доказательство. По-моему, это просто верх доказательства. Неизвестно кому, неизвестно когда, неизвестно где. И при этом что я попросил? Изменить бюджет. И я объясняю, что да невозможно изменить бюджет. Любая строка бюджета, она выделяется на основании ходатайства. Мало того, на странице 131, том 23 есть ходатайство, подписанное Стениной. Написано 2 августа 2007 года для снижения затрат на поставку тепловой энергии и надежного обеспечения теплоэнергии поселка Нижний Чоп. Поставки оборудования на объект модульной котельной в поселке Нижний Чоп Сыктывкара выделить лимиты в сумме 50 миллионов рублей. Ну вот оно ходатайство. Это подтверждает, соответственно, там, все, кто дал показания, включая Волкомурову, Шиханову, что на основании этого ходатайства. И оно минует меня. Здесь нет моей подписи. Согласовано, утверждено, я извещен. Мне это не надо. Потому что каждый руководитель структурного подразделения, будь это УКС, управление дошкольного образования, школьного образования, культуры, управление спорта и так далее, ЖКХ там, и так далее. Каждый руководитель такие ходатайства отправляет перед формированием бюджета. Они в нашем кругу назывались просто хотелки. Есть деньги. Финуправление перераспределяет лимиты. Потом согласовывается на одном совещании. Каждый руководитель, который после того, как эти деньги попадают на его счет, является главным распорядителем бюджетных средств в исполнении бюджета. Я, в свою очередь, тоже являюсь главным распорядителем тех финансовых средств, которые выделяются именно для дел администрации И я тоже являюсь главным распорядителем. Но я не распоряжаюсь всеми деньгами полностью бюджета. Я не могу руководителю управления капитального строительства прийти и сказать, ты должен туда перечислить, сюда перечислить. Даже если я ему ходатайство напишу, он меня пошлет на 3 буквы.